Как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот уж поистине так. Наши кыргызские журналисты сняли сюжет про обладателей необычных имен. Форель, лейтенант, полковник. Даже не знаю, что и сказать. Родители, конечно, могут давать волю своей фантазии, благо младенцу нечем возразить. Вот в Казахстане супружеская пара назвала сына «Елка». Не уверен, что мальчику это понравится, когда он вырастет. Ведь имя – это судьба. Ой, я же не влезу. Дай хоть шапку сниму. Когда глава семейства надевает фартук, все понимают, сегодня на кухне колдует отец, а значит, на ужин будет уха. Несите форель. Радужный форель. О форели он знает все, где она обитает, чем питается и как лучше ее приготовить. К семейству Лососевых мужчина испытывает страсть не случайно. Его тоже зовут Форель. Ну, меня так отец назвал. Чтобы я такой же чистый, как рыба был. И чтобы из меня хороший человек получился. Так и есть. Я хороший. Мои глаза даже чем-то похожи на глаза форели. Я форель весом в 120 килограмм. Имя помогло не только в жизни, но и в поиске себя, рассказывает Форель. Он такой же осторожный, все время старается держаться на плаву. И главное, вокруг родная стихия. Даже семья у него почти рыбная. У меня есть родственница акула, братишка океан, но его все знают как орла, родственник тюлень. А в Казахстане я познакомился с девушкой несколько лет назад. Так ее зовут Акчабак, что значит чебак белый. Вот только воду Форель так и не полюбил. Плавать он не умеет с детства и на рыбалку не ходит. Нет надобности. Любимый рыбный деликатес форель можно купить на рынке. Ну, вообще я горд, что меня зовут Форель. Меня так и тянет знакомиться с новыми людьми. Люблю, когда ко мне обращаются по имени. У нас же по обычаям невестки не должны обращаться к родственникам мужа по имени. Поэтому они называют меня «радужный ата». А форель я люблю. С удовольствием уплетаю. Не прошло и 20 минут, как все ингредиенты блюда оказались в кастрюле. Секреты фирменной ухи Форель раскрывать не захотел. Все равно, говорит, лучше него тезку никто не приготовит. 15 минут и все. Это мой собственный рецепт. Единственное могу сказать, что когда у форели глаза побелеют, тогда уха и готова. Меня зовут лейтенант. Меня так назвал отец. Мужчина не шутит. Его так и зовут – лейтенант. До сегодняшнего дня в этом офисе его настоящее имя никто не знал. Сколько работаем вместе, не слышала. Первый раз слышу. Я думала, его Абдулда зовут. Лейтенантом он был до 9 класса. Бабушка все не могла научиться произносить его имя и ласково звала летчиком. В 1969 году мужчина решил стать Абдылдой. Так звали его деда. Вот свидетельство о рождении. Здесь вычеркнули имя лейтенант и написали рядом Абдылда. Вот написано «Верить исправленному». Женщина, которая оформляла документы, так долго смеялась. Военное имя обязывало быть мужчиной, вспоминает Абдылда. Друзья помладше говорили обидчикам, что пожалуются лейтенанту. На свой страх и риск приходилось выглядеть мужественным. Самому было страшно. Ну, представьте, говорят, сейчас придет лейтенант и вам всем покажет. И заявлялся я, такой худой и маленький. Сейчас лейтенант – директор типографии. В офисе по-военному чинно. Все на своих местах. Ведь не только по имени он зовется лейтенантом. Он служил в армии и дослужился до чина лейтенанта. Отец мой воевал в рядах Красной армии, в Панфиловской дивизии. Любовь к армии у него оттуда. Он хотел, чтобы все его дети были военными и в жизни. Поэтому я лейтенант. А братьев моих зовут полковник, капитан, майор, генерал. Семья такая военная. Отец, он хоть и служил в армии, но не разбирался в последовательности чинов. Называл своих детей хаотично. Я, например, полковник, хотя самый младший из братьев. Привилегиями высокого звания младший из братьев обеспечил себя на всю жизнь. Стоит ему назвать свое имя, как многие по привычке отдают честь. Удостоверение показываю по работе, сразу отдают честь. Кто-то по шутке, а кто-то меня всерьез принимает за полковника. А потом начинают шептаться. Он точно полковник или его просто так зовут? Настоящим полковником по армейской иерархии он станет через 2 года. Пока же на погонах 2 звезды. Но это полковника по имени не расстраивает.
Я другу, который уже 10 лет как полковник, так и говорю. Что там твои 10 лет? Я уже 57 лет полковник. Я уже родился полковником. Я с этим всю жизнь, и никто у меня этот чин не отберет. А вот и военная форма. Он ее хранит как зеницу ока. Надевает только по праздникам. Но сегодня сделал исключение. Решил показаться во всей полковничьей красе. Ну как? Привычка удивлять у полковника с детства. Сам того не подозревая, он продолжил парад необычных имен в семье. Назвал сына Путин. Малыш родился в дороге. Хотели назвать Джолчу, что значит в пути. Отец записал недостающую букву. Все в шоке. Приходилось показывать печать в свидетельстве. Сами представьте, полковник Улу Путин. А потом, когда президентом России стал Путин, мы так удивились. Все, уже готова наша уха. Отведайте форель от фореля. Приглашаю всех к столу. Сагу о необычных именах Форель тоже решил продолжить. Правда, на свой лад. Скоро у него появится внучка. Имя он уже подобрал – Акчаба. И плавать она будет не хуже рыбы, шутит будущий дед. Уж об этом он позаботится.